Открывают шкаф, там форма милицейская. Они сбрасывают форму на пол и начинают топтать. Як вам там промывали мозги? Нехту читали все сотрудники, абсолютно. Колькі мінскіх прастытутак супрацоўнічае з міліцыяй? Они работают на все разведки мира. А сутенёраў табе даводзілася затрымліваць? Чаще всего это таксисты. У кагось сілавікоў рэальна стальныя яйкі. Мальчик, а тебе это надо? Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сёння мы размаўляем з прадстаўніком Белпола Матвеем Купрэйчыкам. Матвей, вітаю. Привитание. Кім ты хацеў стаць у дзяцінстве? До 3 лет я всем говорил, что я хочу стать космонавтом. А после 3 лет, кем ты хочешь стать? Я говорил, президентом. На самом деле я не хочу быть президентом. Я сейчас посмотрел на то, что делает Тихановская. Ну, то есть она сейчас только часть функций каких-то на себя приняла. Это такой объем работы. К 17 годам я конкретно знал, что я хочу пойти в милицию. Я, наверное, был вот этим вот романтиком, который насмотрелся сериалов разных, про американских полицейских. Але слухай, у Беларусі, здаецца, ўжо даўно у міліцыянтаў няма рэпутацыі герояў. Тебе гэта не засмучала? Ну, я больше смотрел зарубежное это все, и поэтому у меня был образ полицейского, такого именно вот как в Европе, как на Западе, в Америке, когда если полицейский к кому-то приходит, обращается, то его все уважают, то есть то это такой достаточно серьезный человек, который может решать какие-то вопросы, которые помогают людям. И в детстве я никогда не интересовался ни политикой, ни чем таким, и мне я не понимал до конца, что на самом деле происходит. Мой же отец меня отговаривал, я скажу честно. Он сказал, что ты не понимаешь, чего ты хочешь. А я упрямый, можно сказать, отчасти в него, отчасти в мать, очень упрямый. И я сказал, нет, все, я решил. Было достаточно сложное поступление. Як ты здаў ЗТ? 210 вроде бы баллов. Всего это в общем набрал. То есть это очень мало. Но этого хватило, чтобы пройти. Але слухай, у Беларусі заўжды звяртаюць увагу на тое, што ў міліцыю ідуць з мінімальнымі прахаднымі баламі. Не, минимальные там были вообще 130, наверное. Так, чаму так адбываецца і як гэта адбіваецца на тую выбарку людзей, якія па выніку трапляюць у міліцыю? Што ты назіраў, калі ў акадэміі вучыўся? Што гэта за людзі там? На самом деле не так, потому что у нас было достаточно много людей, которые понабирали почти очень много баллов с высокими баллами. У нас были такие специальности, как экономическое право, куда поступали более такие, я бы сказал, на тот момент я бы сказал, что более умные люди. И есть и те, которые вообще были уровнем развития, как это у нас говорят, деревянные просто люди были, которые там считали, что если он там как кандидат в мастера спорта по какому-то там единоборству, то все, значит, он тут король земли и так далее. Но там Академия МВД — это очень интересное место с точки зрения взросления. Потому что когда я закончил первый курс и приехал в отпуск, на месяц отпускали домой, я понял, что я, как мне показалось, года на 3, а то и на 4 старше всех своих одноклассников, с которыми я общаюсь, что я немного начал смотреть совсем по-другому на мир, а более серьезно. Они все еще были такие, первый студенческий год, вот эти тусовки, этого очень сильно не хватало, конечно, но ты живешь в казарме, 24/7 ты находишься под наблюдением. Никуда не выйти, ничего там, никаких самоволок, ничего. Ніякого ночного життя? Никакого вообще. На первом курсе. Потом все становится интереснее, когда ты становишься старше и начинаешь узнавать какие-то лазейки и так далее. И ты приезжаешь и смотришь, что все такие еще, грубо говоря, все перешли не на первый курс университета, а люди перешли в 12 класс. Там не в 1, в 12 класс. То есть они еще в этом всем таком. И люди еще не оторвались от дома и так далее. А тебя сразу же, когда ты поступаешь в академию, тебя сразу же бросают просто в котел кипящий, и там просто начинается вот это адовое подъемы, команда Т, когда ты упал, отжался, там вот эти учебы, когда ты вместо учебы тебе хочется только спать, а второе желание — это просто есть. Ты хочешь есть и спать, потому что тебя там нагружают просто немыслимым количеством ненужной работы, пытаются там, естественно, сломать твою волю, чтобы ты не мог думать как нормальный человек, чтобы единственное, о чем ты думал, это выполнить приказ и ничего более. Но при этом всем было достаточно там интересно. Потому что это такая представьте, у нас была группа 30 мужиков, каждый из которых хочет себя показать там, типа, каким-то лидером, каким-то там бойцом, там, что я там то, я там то. За этим всем на самом деле можно чуть ли не эксперименты ставить и наблюдать, как это все происходит, потому что очень разные люди
приехавшие из абсолютно разных частей нашей страны, там, от самых там глубинок, из Брестской области, люди, которые говорят больше половины слов на украинском, потом кто-то вообще приезжает с какой-нибудь там из Витебской области, там, из Подорши откуда-нибудь, которые вообще чуть ли не на чистом русском разговаривают. И вот эти моменты, когда люди приезжают в столицу, у них глаза вот такие, они там на это все смотрят, и ты начинаешь анализировать, кто это, что это за люди, что это у нас. Ты понимаешь, у нас очень крутая страна, у нас очень тупые управленцы, которые просто пытаются из тебя выжить все человеческое, оставить только одно. Вот ты должен быть как верная собака. Есть так точно, виноват, исправлюсь, и никак нет. Больше ты ничего сдать вообще не должен. Про скільки ти пошкодував, що пішов в Академію МУЗ? Я вообще не пожалел о том, что я пошел в академию. Мне понадобилось примерно полгода, чтобы понять, как Академия МВД работает, как там все устроено. И я себя чувствовал там достаточно отлично. Я знал, как обходить правила какие-то определенные, я знал, как можно где-то что-то там схалтурить. У меня был достаточно хороший средний балл, поэтому у меня была повышенная стипендия. Я себя там чувствовал почти как рыба в воде. Можеш розказати, як вам там промивали мозги? Есть такое занятие по идеологической подготовке. Вот раз в месяц всех созывали в большой лекционный зал и диктовали лекцию. Ее надо было записывать в конспект. Это было на младших курсах. На старших курсах это все скатилось до того, что нам просто отдавали напечатанную лекцию и говорили: так, вы должны написать 3 страницы. Что хотите, как хотите. Просто 3 страницы должно быть. Мы писали вот такими буквами, чтобы там было в строчке 2 слова. И вот так вот писали 3 страницы, еще и через строчку писали. То есть и вот так вот. На самом деле, как таковой, вот прям промывание мозгов вот я не застал, чтобы вот прям нам там типа за Лукашенко там давайте, все такого. Честно скажу, такого не было. Даже в тот момент, когда случился Майдан, да, нам раздали там щиты, раздали, как они называются, черепашки, ну это там наколенники. Режим боялся, что, возможно, в Беларуси начнется что-то подобное. И нам просто это все раздали, это все стояло у нас в кубриках. Ну, кубрик — это помещение, в котором курсанты живут. Там стоят двухъярусные кровати. И у нас стояло это все в кубриках. Режим боялся, ну, я уверен, что режим боялся, что может начаться что-то подобное в Беларуси. Но ничего не началось, мы просто это там через пару дней сдали назад на склад, и все. А наконт оккупации Крыма с вами размовляли? Нет, вообще ничего не было. История Беларуси была нормальная. Мы изучали ВКЛ, ну, то есть там был курс по истории Беларуси, и нормально рассказывали нам все. Что про Калиновского рассказывали? Вообще ничего не рассказывали. Ничего не было. Лично я не помню ничего про Калиновского. Но у нас был нормальный преподаватель, который цалком размовлял на белорусской мове, и экзамен так само он приймав по-белорусски. Это было нормально. Никто ему и слова не говорил. Як ти ставишся до Лукашенки, коли йшов в міліцію? Вообще никак. Абсолютно мне было все равно. Ты разумеешь, что ему служить доведется по вынику? Я вообще так не думал и не считал. Я даже когда уже пошел работать конкретно в сами уже органы, непосредственно стал офицером, я вообще даже... при чем вот здесь он до моей работы? Кто он такой? Ну, выбрали президент, как бы, да. В политику я не лез, не вдавался, там, что есть, чего нету. И мне было абсолютно все равно. Я учусь в академии, присягу я давал белорусскому народу. У меня все как бы в голове нормально сходилось. Я, то есть, не думал. И, кстати, когда были выборы, я не помню, вот первые выборы были мои парламентские, нас всех отправили голосовать в школу досрочно, но никто нам не говорил, за кого голосовать. Какая разница? Ну, это понятно. Это досрочно все сейчас как бы я понимаю, что это такое, для чего это делается, для чего надо это досрочное голосование. Понятно, чтобы навбрасывать там все, чего надо, и подтасовать сфальсифицировать эти выборы. Но тогда как бы потом еще все спрашивали там знакомые: а вам там говорили, там за кого голосовать? Я говорю: нет. Не может быть, ты обманываешь. А нам на самом деле не говорили. Ну, это сейчас понятно, что зачем там тебе что-то говорить, если там и так то, что надо, там закинут. Но не было такого. Поэтому никаких промывок там мозгов таких особых реально не было. А ти назирав, я розумію, що ти тоді був підлітком, напевно, за розгонами і протестами 2006-2010 годів? Вообще нет.
Мимо тебе пришло? Вообще мимо. У меня было свое. Я занимался футболом очень долго. Потом, когда у меня не получилось с футболом, я пошел в пауэрлифтинг, начал железо тягать и там пару раз на соревнованиях выступал. Вроде бы что немножко даже получалось. И вообще у меня была абсолютно другая жизнь. У нас была, хотя вроде бы и близко от Минска, но у нас было все совсем по-другому. У нас были мотоциклы, да, как бы незаконно, без прав. Но у меня был свой минчик, мы гоняли, у нас был свой клуб по интересам. Мне было интересно мотоцикл там поковырять, посмотреть, где-то накопить денег, чтобы купить новые диски сцепления, чтобы купить этот, уже забыл, но вроде бы иранский или индийский карбюратор. Там был для минчика отдельный такой хороший. Я накопил денег, купил себе этот индийский карбюратор. Для меня было важно вот это. Я особо не следил за тем, что происходило. Возможно, я сейчас даже немножко жалею о том, что я не знал досконально тех моментов, но сейчас у меня есть хорошие коллеги, которые за этим всем наблюдали, которые это все видели. И они рассказывают, что было и как происходило. И очень интересно. Хто викладчики у Академії МУС? Як вони ставляться до курсантів? Очень интересно. Есть люди. Есть люди, которые залетные, я бы так их назвал, которые туда попали случайно. А есть те, которые действительно считают, что это крутая работа. Например, у нас была преподаватель по трудовому праву. Мы все говорили, зачем нам это трудовое право? Мы же пойдем бандитов ловить. Что это? Причем она нам всегда говорила, вы юристы. Вы не милиционеры, вы юристы. Вы должны знать закон. Это основное, то, что вы должны знать. И неважно. К сожалению, я не знаю, как ее сложилась судьба после 2020 года, но на тот момент она была достаточно такая принципиальная женщина. Я знаю, что несколько преподавателей ушли конкретно после 2020 года, особенно мои любимые преподаватели, я не буду говорить какие, с которыми у меня хорошие отношения сохранились. И много курсовых офицеров, которые вот занимаются непосредственно руководством вашего курса, грубо говоря, как воспитатели, я не знаю, как кураторы в университетах, очень ушло. Например, один из моих там курсовых офицеров уволился после выборов 2020 года. То есть, что для меня тоже как бы такой хороший знак. То есть я пересекался даже там, можно сказать, в самом там сердце зла, там, где вот это все начинается, но я почему-то оттуда смог выбраться. И сейчас я уже понимаю, когда я вижу этих людей, некоторые из них уехали за границу, некоторые даже в Польше живут, которые рапорта в первые дни написали. Потому что ведь первые милиционеры, которые написали рапорта об увольнении из органов, это были несколько курсовых офицеров из Академии МВД. И то есть для меня это серьезный показатель. Значит, там тоже люди понимали, что происходит. А у Академії вчать крутить ластовкой людей? Есть занятие, называется ППФП, это профессионально-прикладная физическая подготовка, и там отрабатываются приемы самообороны. И, ласточка нет, ласточка вообще запрещена. Нам ее показывали, как бы так, но это не было. Она на зачетах, когда ты сдаешь приемы и так далее, ее нет. Нам просто ее показали для общего там ознакомления. Мы это не закрепляли, то есть. А основные там моменты, когда там загиб руки за спину, например, там, или бросок через спину, бросок через плечо, это мы конкретно закрепляли, там целые занятия на это. А это нам просто показали, что вот есть такое. Окей, есть и все. То есть... Адкуль силовики даведваюцца пра спосабы гэтых катаванняў? Я не знаю, честно. Для меня это было большим шоком. Очень большим шоком. Это просто... Я вам не могу передать словами. Я когда вышел на работу в 2020 году, я вышел примерно 18 августа на работу, начал спрашивать у своих коллег, а как так, а что произошло? Все были просто, у них тоже глаза были стеклянные. Я говорю, а вы там что? Мои коллеги начали говорить, что они там стяжки разрезали, там воду людям носили. Я говорю, сейчас все так будут говорить, а что вы на самом деле делали? Мы ничего не делали, нас заставляли. Поэтому не знаю, я даже не знаю, откуда это могло взяться. ОМОН,
который вот непосредственно там в том числе принимал вот эти участия в жестких разгонах ОМОН, я несколько раз, когда уже реализовывал дела оперативного учета, то есть задерживал преступников, я привлекал к задержаниям ОМОН. То есть ты пишешь заявку специальную, что будет производиться задержание, что необходима силовая поддержка. Ты привлекаешь ОМОН. И ОМОН всегда были такие. Это люди без мозгов. Даже в милиции их называют, что им бы дверь с ноги вынести, просто там, и понеслась. То есть вот так это все ОМОН. И все к нему так и относились. То есть они всегда, там, им лишь бы там было дверь сломать, там еще что-то, еще что-то. Вот это вот ОМОН был. И с ними никто не любил работать. Вообще никто не любил работать. Был еще СОБР. С СОБРом я не работал, не могу сказать ничего. И был АЛМАЗ. С АЛМАЗом я один раз участие принимал в задержаниях. Это были люди, которые суперпрофессионалы. Ничего не сломали, никого не ударили, но человек, как у нас говорили раньше, заземлен, то есть он лежит на земле, у него нет никаких ни повреждений, ничего, то есть все спокойно, одели наручники, подняли, поставили, все. 5 секунд. Даже глазами не успеешь моргнуть пару раз. Как бы они очень аккуратно работают, чтобы потом к ним не было никаких претензий, что кого-то где-то там ударили. Это было раньше. То есть я это сам своими глазами видел, что люди работали профессионально. Но что с ними произошло после 2020 года, после 9 августа, это просто жесть. Это страшно. Ти спотикався з приниженнями під час учоби у академії або на службі? Нет. Когда я закончил Академию МВД, в середине 4 курса и потом весь 5 курс я поступил на 2-е высшее образование в БГУИР на инженера-программиста. И я его не закончил по определенным причинам. И вот меня взяли в ГУВД Мингросполкома на средний уровень в управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. Я работал в отделении аналитической разведки. Моя непосредственная работа была работа в сети интернет, там, выявление распространения детской порнографии, обычной порнографии, выявление педофилов, сутенеров, проституток и так далее. Этим я занимался. И даже там все всегда было максимально строго, и если где-то бывали случаи, даже там задерживаешь, например, во время отработки лиц, оказывающих интимные услуги за материальное вознаграждение, так скажем, ночных бабочек. Их задерживаешь где-то там, все доставляешь, составляешь протокол, на тебя жалоба прилетает. Все боялись этих жалоб просто как огня. Ты знаешь, что ты ничего не сделал, но потом придет сотрудник ГУСБ, на тот момент так было, и тебя просто начинают там долбить. Ага, ты там то, ты там это. А ты в журнал применения физической силы записался. Я говорю, я ее не применял, она сама в машину там присела. Мне говорит, ага, она говорит, что ты ее бил, там, избивал, там, у нее вот синяк там где-то. И вот эти вот, это было на самом деле, поэтому никто, именно на среднем уровне, где я работал, никто вообще таким не промышлял и не занимался. И таких фактов я даже реально не знаю. Можуть бути ситуації, у яких катування допущальне. Ну, наприклад, схопили терориста, реального терориста, хоче там подарувати метро чи ще щось, і від його інформації залежить життя сотняв людей. Это провокационный вопрос. Но я считаю так. Если ты не знаешь, как поступить, поступи по закону. Вот и все. Тобто катування ні у якому вигляді Нет, не это допущальне. ненормально. Это ненормально. Бить людей – это ненормально. Никого нельзя бить, применять силу. Понятно, что есть определенные ситуации, когда человека задерживаются. Но даже на примере того же самого «Алмаза» до 2020 года, который я сам лично видел, как работает, они работали так, что на человеке волос с него не падал. Вот это профессиональная работа. А то, что произошло после, это страх и ужас. И от этого надо избавляться как можно быстрее. Такого не должно быть. Вообще во всем мире такого не должно быть. Это ненормально, когда людей бьют. Мы уже как бы там не в средневековье, нам не надо на мечах сражаться, чтобы доказать какую-то там правоту или еще что-то. Есть куча инструментов, когда человек может словом и своим делом решить все проблемы в этом мире. Остановить войну, как может Путин, военный преступник сейчас, отдав просто словесный приказ. И сотни тысяч жизней будут спасены. А то, что делают они, это ненормально. Это, меня это до глубины души вот просто раздирает, потому что как можно вот так легко
говорить, что где-то есть какие-то террористы, экстремисты, еще кто-то, и что мы с ними расправимся, мы там их убьем, мы там их посадим. Есть закон, который в том числе они сами писали. В нормальных цивилизованных странах в разработке законов принимают участие и граждане. Этот закон сложился, и давайте жить по закону, интерпретировать его нормально. И тогда все у всех станет хорошо. А не вот этот момент, когда иногда не до законов. Это вообще что за фраза? Он же себя считает президентом. Як ти думаєш, чому у США є турма Гуантанамо? Я про нее читал. Но даже там, если происходили какие-то пытки, потом сотрудники отвечали за это. Як ти ставишся до смертного покарання? Его надо отменить. Нельзя отнимать жизнь человека. Это самое ценное, что есть. Адкуль ти даведваўся інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі, у свеце, калі вучыўся, калі служыў? Што там чытаюць супрацоўнікі і ты ў прыватнасці? В Академии МВД мы все играли поголовно в танки от Wargaming. Абсолютно все играли. И курсовые офицеры играли, и курсанты играли, все играли. И особо мы там новостями не интересовались. Единственное, что меня интересовало, это там новости спорта. Я там за своей любимой командой следил, и все, и больше меня там ничего особо не интересовало. Когда уже выпустился, уже появилось, я бы так сказал, чуть больше свободного времени, чуть больше свободы, потому что уже тебя там не контролируют 24/7. Понятно, что работы стало больше, но все же появилось какое-то время. Уже начал подсчитывать там разные материалы. Тот же самый канал «Нехта» появился, который очень хорошо зашел. «Нехту» читали все сотрудники, абсолютно. У нас был прикол, звонок. Алло, а что там, где, когда там этот задержанного повезут там? А ты что, не знаешь? Да нет, нету информации. Ну так на «Нехту» зайди, посмотри. Ну то есть настолько было прикольно, типа, что еще сами сотрудники не знают ничего, а на «Нехте» уже документ висит. Типа, вон там посмотри, все, перезвонь. Все, я все понял, тогда будем ехать. Ну давайте. Ну настолько это было. Все сотрудники читали «Нехту». Еще я смотрел «Страну для жизни» Тихановского. Ну это уже ближе к выборам. Кайфовал просто. Когда особенно там сотрудников снимал, которые за ним ходили. Я думаю, зачем они за ним ходят? Да, и «Хартию» почитывал, но потом перестал, потому что «Хартия» стала слишком такой... Каждый день писать, что режиму Лукашенко осталось 14 дней, там, завтра режим пойдет, послезавтра режим заболеет или еще что-то, ну, как бы уже потом надоедают такие заголовки и так далее. Естественно, Тутбай. Тутбай был, все читали. Прокуроры, следователи, милиционеры, все читали Тутбай. Тобі було важно, де служити, чим займатися? В Академии МВД, когда заканчиваешь 4-й курс, идет распределение по специализациям. Кто-то идет на уголовный розыск, кто-то идет вот наркоконтроль, и кто-то еще там куда-то идет. Вот меня распределили даже без моего ведома на наркоконтроль. И я пошел в группу наркоконтроля и противодействия торговле людьми. Я ничего, и у нас был целый год вот курс там по различным наркотикам, прекурсорам, по законодательству. Мы учили списки вот эти наркотических средств там, и так далее. И там был блок по вот этой детской порнографии, там детская порнография, сутенерство, педофилия и так далее. Ну, по вот этой теме был, наверное, занятие 2 всего лишь было, а все остальное был блок наркоконтроля. Я вообще не думал, что я думал, пойду в наркоконтроль, значит. Однако еще на 5-м курсе у меня была договоренность я ходил на практику на тот момент УРПСВТ. Это управление К сейчас называется. Это управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. То есть я учился на программиста, у меня достаточно хорошее знание компьютеров, и мы с ним нормально поговорили. После того, как я у них прошел практику, я им понравился, потому что как бы у меня хорошо получалось там этим всем заниматься. И мне было обещано, что меня по распределению заберут тоже в ГУВД, но просто что в управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. Но потом он меня кинул, но и меня не то что подобрал, меня просто взял наркоконтроль. И я, когда приехал на распределение, меня приехал забирать начальник по нравам, и он мне просто сказал, начальник отдела нравов именно. И он сказал, что, хочешь у нас работать? Я говорю, мне без разницы, давайте у вас буду работать. Потому что я еще не знал, куда меня там распределят, как это, что будет.
Ну, все, он меня привел в кабинет к коллегам, я познакомился, все были вроде бы нормальные ребята, как бы познакомились. И нормально, начали работать. Что тебя здзівіла, калі ты ўжо прыйшоў на службу? Что на самом деле работа милиционера — это не такая романтика, как ты смотришь вот в сериале. Чтобы задержать преступника настоящего, у которого ты собрал все доказательства, надо подготовить такую кипу бумаг, что просто, бумага улетала с принтера просто вот так. Потому что постановления, рапорта, справки, какие-то проведения оперативно-розыскных мероприятий, это все оформляется кучей документов, это очень... И это терять, вот эта вот романтика, на самом деле, улетучивается. Но есть моменты такого морального удовлетворения, когда я всегда вот привожу такой пример, что у меня есть 2 племянницы, 2 девочки. И как-то раз я задерживал продавца детской порнографии, он продавал в КонтакТе детскую порнографию и за биткоины. Мне, как сотруднику, я проводил осмотр его страницы в социальной сети. И когда ты делаешь осмотр, тебе надо открывать эти ролики и описывать кратко содержание, что в этом ролике. И у меня просто в голове было такое, что я должен защитить своих племянниц от того, чтобы вот такого они никогда не узнали, что такое есть, и чтобы с ними такое никогда не произошло. Вот у меня вот это была цель. И когда ты вот задерживаешь реально преступника, который продает вот эту детскую порнографию, а были и те, которые ее и снимали еще при этом всем, есть такое моральное удовлетворение, что я сделал нашу страну чуть-чуть лучше. Я ее обезопасил. Але слухай, як не паехаць галавой, калі табе трэба увесь гэты кошмар отглядать? Первый раз, когда я увидел, я проблевался. Очень тяжело. Когда приезжали к нам коллеги из Британии, которые занимаются таким же самым направлением, только в Британии, я проходил обучение для для пользования одной специальной программой, которая помогает выявлять распространителей детской порнографии. Они спрашивали, а сколько вам там доплата идет за то, что вы работаете на такой линии? Мы такие, нисколько. Они говорят, как нисколько? У нас двойной оклад за то, что мы работаем на такой линии. А еще, говорит, нам бесплатная психологическая помощь там оказывается. Мы такие, да, хорошо. У нас ничего этого нет. Ты сам живешь со своими этими мыслями, и потом первое время было тяжело привыкать, а потом наступает этот момент, когда просто происходит профессиональная деформация. Ты на это смотришь просто как на очередное. Описываешь это просто открыл, пролистал по-быстрому, описал и даже не думаешь, что очень быстро. На это мне понадобилось полгода, наверное. А наколькі гэта вялікая праблема ў Беларусі? Они есть, проблема такая есть. Но на самом деле не настолько много, потому что у нас в производстве примерно у нас был отдел с начальником, у нас было 7 человек. И было по педофилии, грубо говоря, у каждого сотрудника по одному делу. Был такой, ладно, фамилию не буду называть, имя его было Антон. Была такая социальная сеть «Лайки». Она что-то типа наподобие была ТикТока, только ранее такая версия, и там дети записывали всякие видео, дурачились там и так далее, и ставили там лайки и так далее. И там можно было рейтинг повышать. Чем круче у тебя рейтинг, тем больше тебя там показывают разным людям. И там можно было переписываться с авторами там и так далее. И вот был такой нехороший человек Антон, 20-летний, который работал на стройке. И он что делал? Он писал девочкам разным, что если ты там выполнишь одно мое задание, я тебе там закину 100 рейтинга. Если мы там с тобой еще что-то сделаем, я тебе еще 200 рейтинга закину там, и так далее. И по итогу было 12 эпизодов, когда, там страшные вещи. Такое я даже считаю, что не надо говорить в эфир. Но там были страшные вещи, что дети делали ради этого рейтинга. А потом, когда происходили уже допросы, естественно, в присутствии педагогов в специальных комнатах это все происходило. Родителей спрашиваешь, а как так? Они говорят, они в 4-5 лет покупают мобильный телефон своему ребенку и не удосуживаются просто даже родительский контроль поставить на этот телефон. И что там уже происходит, им абсолютно не важно. Это очень страшно. Як выглядаў твой працоўны кабінет? Чьи портреты там висели на стенах? У меня на стене висела доска магнитно-маркерная.
которую я купил за свои деньги и сам ее туда повесил. Она там и осталась, кстати. Не отдали. Доску жалко. У меня висел портрет, я бы так сказал, главной дамы, которая, так сказать, главной ночной бабочки, которая у меня проходила по одному агентурно-оперативному делу, но отказывалась давать показания. И говорила, что вы все придумали, это все выдумка, что я работаю там. Ее коллеги по цеху мне даже фотографии ее с клиентами поскидывали. То есть там у них тоже в этом бизнесе все очень интересно устроено. Я за ней не охотился, просто что у меня висела ее фотография как напоминание, что однажды мы с ней пообщаемся. Висела, естественно, плакат моего любимого футбольного клуба. Якого? «Милан». Самый великий клуб во всем мире. Лукашенки портрет висел? Не, у нас в кабинете не было. Слава богу. Колькі ти атрымліваў грошай, калі толькі прыйшоў у міліцыю? 1100 рублей. А праз 3 гады калі сыходзіў? 1162 последняя платежка. А зараз? А зараз больше. Ну как, и сейчас, прямо сейчас мы получаем из пожертвований людей. И то это я бы даже не назвал зарплату. Это деньги те, которые, чтобы хватило снять на аренду жилья и просто чтобы что-то покушать купить. Это около $1000. Но не больше, потому что сейчас фонд мы уже зарегистрировали на данный момент, сейчас идет поиск финансирования, у нас уже есть определенные договоренности с международными партнерами, потому что они посмотрели, чем мы занимаемся, что мы делаем и что мы из себя стоим, и поэтому как бы есть уже определенные договоренности, просто надо какое-то время, чтобы они оценили наше предложение и посмотрели, и уже ответили нам о том, что они согласны, либо что мы будем менять в этом финансировании и так далее, поэтому ждем ответов. Калі была кропка незвароту, калі ты зразумеў, што не гатовы больш служыць у міліцыю ў Беларусі, то бок, можа быць, все ж таки гэта было ранее, за 2020 год? Нет, это не было точно раньше. Был момент такой для меня поворотный, это ситуация с Ламбадой, когда я конкретно знал, что она работала у нас в подразделении, приносила информацию, как доверенное лицо, там она работала, то есть ее списали. Потом звонил небезызвестный, уже мы его упоминали, Ваня Тарасик, и спрашивал, есть ли у вас кто-то, кто готов там на все. Ему сказали, что как бы была такая, но мы ее как бы списали. Он там нашел ее контакты, и вот по итогу это все вылилось в то, что она была одной из провокаторш, которая и затеяла, можно сказать, задержание Сергея Тихановского. Естественно, там все делалось по заданию, и, то есть, и все сотрудники, особенно там, которые со мной работали, были рядом, все знали, что это провокация, и просто все на это смотрели, типа, какого, что происходит. И все не понимали, на самом деле, как это все организовано и так далее. Но уже тогда стало понятно, что роль Губопика в этом всем будет чуть больше, чем раньше. Но таким поворотным моментом стал начальник, который мне сказал, я выкладывал в сеть уже, когда здесь находился совещание, на котором он там пытался узнать наши реальные настроения, как мы относимся к ситуации, которая происходила. И уже на нем я тоже высказывал, что бить людей — это ненормально, что люди вышли просто высказать свою волю, ничего нигде не сломано, не побито и так далее. После этого, на следующий день, после этого совещания, он мне сказал, что я еще и агит-работу проводил внутри коллектива, там всем говорил, что это ненормально, мы должны там перейти на сторону народа и так далее. И кто-то из коллег, бывших, донес эту информацию начальнику, рассказал ему об этом, и после этого он меня вызвал к себе в кабинет и просто сказал, что если ты такой герой, то я сделаю так, что ты сам будешь здесь со смаграми. Я уже ждать не стал, обратился к своему знакомому, который проживал на тот момент в Европе, сказал, что, может быть, есть какие-то варианты, и он мне помог сделать рабочую визу в Польшу. Как только я ее получил, на следующий день меня уже не было в стране. У 2021 да твоей бабулі прыйшлі з ператрусам, пасля да мамы і сястры. Як ты гэта перажываў увогуле? Тяжело. Та знаменитая запись, которая была тоже нами опубликована, когда с телефона, изъятого телефона моей мамы, звонил тот самый мой любимый товарищ из ГУБОПа Ваня Тарасик, набрался смелости. И они сглупили, они думали, что мы не сделали запись разговора, поэтому мы ее там год не выкладываем. Они ее нарезали, как им удобно,
И выложили все, типа, что вот Купрейчик там предатель для БЧБшников и так далее, что вот он тут уже сотрудничает с Губопом и так далее. И тогда мы в ответ на это просто взяли и выложили полную запись. Там, где все прекрасно понятно, кто на чьей стороне, и как бы даются все ответы на поставленные вопросы. Этот момент происходил вообще, мы сидели еще на одном, наверное, это второй наш офис был, бесплатный, большой стол, вообще весь коллектив сидел за одним большим столом, и мне звонок. То есть, а до этого я буквально минут за 20 до этого получил информацию, что у меня мама, сестра и бабушка задержаны, и Губоп их на микроавтобусе куда-то увез. Ну, естественно, я не знал, куда, естественно, я сильно переживал эту ситуацию. И тут буквально где-то через 20 минут уже с телефона моей мамы звонок. То есть я понимаю, что это не может быть она. Мы сразу же включили диктофон, и там даже если хорошо прислушаться, на некоторых моментах можно услышать голос Олега Толерчика, как он мне там подсказывает, а в некоторых моментах еще Игорь Лобан там тоже подсказывает, что там, как правильно надо что сказать. Ну, это был такой момент, но у меня с родителями был договор такой, что я им предлагал выехать несколько раз, когда была еще возможность нормально, обычно это сделать. Они сказали, что мы ничего плохого не совершили, никаких преступлений, ничего не делали. Это наша страна, мы здесь выросли, мы здесь родились. И мы собираемся здесь оставаться, неважно, там, что за нами придут или не придут. У нас с ними был такой договор, что если их все-таки забирают, то они могут про меня говорить все, что угодно. На любых интервью, что я там плохой сын, что я там вот... там как та же самая паршивая овца, все что угодно могут говорить, лишь бы, чтобы их там не закрыли, грубо говоря. Любые интервью, на БТ надо будет, на ОНТ, куда угодно, все. Но при этом всем вы должны понимать, что как бы все контакты с того момента будут оборваны, вообще все. Потому что вы будете под контролем, под постоянным и так далее. Они согласились на это, но, естественно, я в глубине души как бы не мог пережить того, что к ним могут прийти. И тяжелый момент был. В ноябре 2022 года к родителям в очередной раз заявились так называемые сотрудники, и они пришли и сказали, что на мою мать возбуждено уголовное дело за участие в плане перемога. Но самый интересный момент в том, что у моей мамы никогда не стоял телеграм на телефоне, который нужен для того, чтобы установить план перемога. Ну и как это все объяснить? Они начали проверять, установили сами Telegram, начали смотреть и видят, что он пустой абсолютно, что там ничего никогда не было, что это абсолютно новый аккаунт. Они забрали телефон ее, забрали телефон отца и сказали, что ожидайте, мы завтра приедем. То есть у них сломался скрипт, что надо делать. Но они забрали телефон, и все. На меня, как только они уехали, на меня вышел отец. Там был телефон, который для экстренной связи спрятанный. Он мне сказал, что такая ситуация, и тут уже я понял, что ждать нельзя. Я им сказал, что вы выезжаете. Они выехали по определенному маршруту в третью страну, там сделали визу, но визу ждали долго, около 4 недель, наверное, как на иголках это было время. Мне пришлось одолжать много денег, на тот момент еще, у товарищей, по команде, потому что стоили очень дорого билеты. И мы нормально... и по итогу они получили визу, и сейчас они живут в Польше. Все разом, то бок и батька, и маці, сестра твоя. Сестра, она отдельно, с мужем чуть раньше выехала, он тоже. Сестра моя там тоже нормально засветилась. У нее тоже характер чем-то похож на мой. Она не смотрит, там, кто там стоит перед тобой. Для нее все равны, и она там дерзко разговаривала с Губопом. И получилось так, что они там тоже угрожали ей, что детей заберут и так далее. И обыск у нее в квартире был, там вещи там ломали, крушили и так далее. И поэтому ей тоже пришлось выехать. І мама, і сестра твоя працавалі ў школе на той момант? Да. Вось адразу пасля першага ператруса і допытаў іх звольнілі адтуль? Нет, сестру заставили уволиться. Мать моя была достаточно ценным сотрудником, и ее достаточно долго еще отстаивали там, ее не хотели увольнять. Отцу буквально заявили мы публично о том, что создаем на тот момент Байпол, это было 20 октября 2020 года. В январе месяце отцу уже сказали «до свидания». С сестрой чуть дольше это продлилось, наверное, может быть, года на полтора, где-то месяцев на 8
с сестрой продлилось, а мать моя работала до последнего. А бацька твой зразумеў твой учынак, калі ты ў 20-м годзе перайшоў на бок народа? Да. Но там был такой момент, что я ведь, когда уезжал, я же не думал, что я там будет что-то создаваться, там что-то куда-то. Я на самом деле на тот момент, как есть, я просто пытался спастись от того, чтобы не попасть в тюрьму просто так. За то, что я ничего не сделал, я просто высказал свое мнение, как и многие белорусы. Но когда я понял, что я могу что-то сделать, когда я увидел вот объявление Андрея Стаповича о том, что вот создается такая инициатива, то я сразу же туда написал, потому что я понял, что я не могу просто там сидеть на месте, там, сложа руки и просто там жить другой жизнью, там, заново все начинать. Я понял, что я хочу бороться за свою страну, я хочу бороться за правду. И я был одним из первых, кто присоединился к инициативе. Нас было изначально 4 человека. Основал это все Андрей Стапович, и к нему присоединился Игорь Лобан, Владимир Жигарь, ну и 4-й был я, Матвей Купрейчик. А можаш расказаць, як вы ўвогуле сышліся, селі за адзін стол, знайшлі адзін аднаго? Андрей Стапович сделал пресс-конференцию и заявил о том, что он хотел бы там создать такую инициативу, которая бы помогала силовикам каким-либо образом, которые уехали, там, спасаясь от последствий, от репрессий режима и так далее. Андрей сам пережил такую очень серьезную историю, и как бы она везде звучала, ее как бы многие, кто слышал и знают. И я посмотрел, когда он объявил, что одни из самых первых задач это было реформирование системы МВД, помощь сотрудникам, которые там убежали и так далее. Я понял, что я могу чем-то помочь, потому что я довольно хорошо коммуницирую с людьми, умею находить общий язык. И я понял, что я могу пригодиться. Я пришел, мы встретились, пообщались, наверное, пару часов за чашкой кофе. И я понял, что окей, хорошо, но я на тот момент работал на установке солнечных панелей. Работы я не боюсь, как есть. И я сказал, что мне надо там закончить каденцию так называемую. Я готов приходить на полный день. Никто тогда не знал, что будут ли какие-то деньги. Не будут. Мы начинали работать, у нас был один ноутбук на 4. У нас не было вообще ничего. Единственное, за что спасибо Центру белорусской солидарности, за то, что они нам предоставляли кабинет. У нас был свой кабинет у них, и как бы очень большое им за это спасибо. И это единственное, вот, что у нас было. У нас был кабинет и один ноутбук. И вот так мы все это начинали. Ну а сейчас, как видите, до чего мы доросли. Я хочу ще згадаць, вярнуцца трошку да Івана Тарасіка, пра которага ты ўжо шмат гаварыў. Гэта той чалавек, з которым ты размаўляў па тэлефоне тваёй мамы, калі ён табе званіў з Беларусі. Выглядае па размове, што у вас ёсць нейкая гісторыя адносінаў, то бок, што вы не чужыя адзін аднаму людзі. Да, так Можешь и есть. рассказать про его? Он работал, я с ним лично не работал вместе. Он работал в том же самом вот отделе нравов ГУВД Мингрусполкома, там, где я позже пришел. И он из отдела нравов перевелся в ГУБОП. И получилось так, что мне про него рассказывали там много чего. Он иногда приезжал в кабинет, там как бы мы наглядно знакомы, там за руку здоровались и так далее. Именно он тогда принимал участие вот в этой непосредственно провокации, связанной с Ламбадой и Сергеем Тихановским. Он тогда спрашивал, где взять такого человека, который там готов на все. То есть вот и как бы вся эта история и начала завязываться. Ну и потом именно он приезжал ко мне домой. Он крушил, он громил. Там еще был интересный момент, когда был самый-самый первый обыск. У меня дома висела форма милицейская на вешалке. Они, когда залетели в дом наш, только отец был дома. И они залетели сразу, и была вот от входа сразу справа моя комната. У меня там вымпелы висели разные, футбольные и так далее. Открывают шкаф, там форма милицейская. Они сбрасывают форму на пол и начинают топтать. Отец сидит, говорит: вы что, ненормальные, вы ж такую же носите. Те сразу ее собрали, назад повесили, закрыли. Ну, то есть, там каша в голове у людей. Они не понимают даже, что они сами делают. Ну, то есть, это вообще вот такая есть с ним история, да. Что ты можешь сказать про министра внутренних справ Ивана Кубракова? Это очень жесткий и жестокий человек. Безусловно, он преступник, страшный преступник. Он должен сидеть в тюрьме. Из интересного, я учился вместе с его сыном в Академии МВД как раз-таки на одном потоке. И Вова Кубраков его звали. Он сейчас работает начальником уже, наверное, криминальной милиции в
центральном РУВД города Минска. В звании сейчас он, наверное, капитан или майор уже. И получается, что вот он в таком, ну, для такой должности это очень низкое звание. И получается, что, естественно, всем еще прекрасно понятно, что сын министра становится на высокую посаду, и вот и как бы всем все прекрасно понятно. Хотя где опыт работы, когда тот самый начальник криминальной милиции, который он отвечает одновременно и за уголовный розыск, и за наркоконтроль, и за отдел по борьбе с экономическими преступлениями, там, у него много, ну, такой серьезной работы. То есть он подписывает те же самые постановления на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Это должен быть колоссальный опыт, чтобы разбираться, где какое дело, что, зачем и почему. То есть, а тут просто он ставит на такую должность. Ну, это цирк, это все понятно. То есть это вот, пожалуйста, как говорится, коррупция в своем настоящем виде. А что ты можешь сказать про Вову Кубракова как человека? В Академии МВД он был хорошим парнем. Мы с ним несколько раз пересекались в нарядах по столовой, стояли на так называемой диджейке. Диджейка — это когда еду передают тарелки с едой, и тебе надо быстро ложкой там чем-то скинуть в отдельный котел, там, отходы, и поставить в посудомойку. Это у нас называлось диджейка. Да. Что ты можешь сказать про попередника Кубракова Юрия Караева? За что его сняли? Я считаю, что Караева сняли за то, что он в какой-то момент признался и попросил прощения за то, что было слишком жестко они поступили с гражданами. Когда он в эфире, я уже не помню каком, на ОНТ, если я не ошибаюсь, он сказал, что типа берет ответственность там на себя и так далее. Лукашенко как диктатор не прощает слабости. И это был один из тех моментов, когда Лукашенко понял, что это не его человек. Вот и все. Чому на чолі прокуратури поставили Андрея Шведа? Это беспринципный человек просто. Он готов выполнить все, что угодно, лишь бы ему дали еще одну звездочку. Як ти ставишся до Ігоря Шуневича? Шуневич тоже, кстати, с его племянником я учился на одном потоке. Да, был такой Паша Шуневич, он учился с нами, учился со мной по наркоконтролю потом на последнем курсе. Тоже был нормальный парень, без каких-либо там... Но был прикольный момент, что когда Шуневич был министром, и Шуневич всегда, когда приезжал в академию, любил пройтись по расположениям курсантов, прогуляться, там, посмотреть. И наш курсовой всегда хитрил. Он в этот день ставил в наряд Пашу Шуневича, чтобы он стоял на тумбочке, ну, тумбочка перед дверями. То есть заходит министр, а ему докладывает его племянник. Естественно, что министр уже дальше никуда не ходил и не проверял, что там порядок на курсе какой и так далее, ничего не смотрел. Вот так вот курсовой хитрил с этим моментом. А сейчас Паша работает в КГБ. Мне там про него сообщили. Он работает в посольстве КГБ, ну, работает в белорусском посольстве в Египте. Якобы как дипломат, но он сотрудник КГБ. Як ти думаєш, як старшиня слідчого комітету Дмитрий Гора отримав свою посаду? Чому? Ну, это то же самое, все очень просто. Исполнительный человек, который готов сделать все, что угодно. Они же ведь заканчивали юридический. В любом случае, то есть они юристы, они работали так или иначе, там у них были различные уголовные дела, они какими-то моментами, то есть они знают законодательство, они, каждый из них прекрасно понимает, что то, что они делают, это преступление. Каждый из них знает это, но при этом все он продолжает выполнять. Где тот генеральный прокурор, который уже должен был 9 числа одеть наручники на Лукашенко? Где он? Он прекрасно знает, да вся милиция, все знают конкретно, каждый милиционер знал, что выборы сфальсифицированы. Каждый. Все знали, вообще все. А если это в милиции знали, знали и в следствии, знали и в прокуратуре. Ну так где правосудие, раз они тут ходят, рассказывают нам какие-то байки? Если бы провели нормально в 2020 году выборы, возможно, бы и войны не было. Это страшная братоубийственная война, из-за которой страдают очень сильно, в том числе, наши будущие отношения с Украиной. Потому что Украина — это для нас, это наш сосед. Нам в любом случае придется иметь какие-то дела, заниматься чем-то, в любом случае. А сейчас с каждым днем эти все отношения все ухудшаются и ухудшаются. И найди он в себе смелость, он бы сейчас был героем Беларуси. Героем Беларуси, и он бы этим гордился, этим гордились бы его внуки, правнуки, праправнуки. Он бы просто, я не знаю, он бы был во всех учебниках истории. Это его бы запомнили просто на века. Тот человек, который осмелился. А у него просто не хватило.
Не было в нем чего-то, наверное, мужского. Мікалая Карпянкова ўсе добра ведаюць па тым, што ён рабіў у 20-м, як сябе паводзіў, які прыклад усім падаваў. Ён сапраўды такі чалавек, служачы, ці ўсё ж такі гэта была яго роля ў той момант? Как мы знаем, на тот момент, перед августом 2020 года у Карпенкова заканчивался контракт, и вообще там планировалось ГУБОП тот самый расформировать. И Карпенков принял для себя решение, что он ни на какую пенсию не пойдет, никуда он уходить не собирается, и что он себя постарается проявить. Его была давняя мечта — это погоны министра. Министра, замминистра. Он всегда мечтал генеральскую звезду на плечи и так далее. И вот это был его шанс, и он им воспользовался, чтобы остаться на плаву и чтобы получить, вот сейчас он заместитель министра, так называемого. Кіраўніка МАПа Дмітрия Балабу ты назіраў? Да, он мне подписывал даже некоторые документы, у меня есть грамота от ОМОН за сотрудничество. Потому что у нас была такая тема, что когда ты едешь на задержание, ты должен брать с собой всегда группу силовой поддержки. ОМОН — это дуболомы, которых никто не хотел брать. Но в какой-то момент начальником ГУВД стал Дорожка Сергей, такой одиозный генерал, он перешел из департамента исполнения наказаний. Он приходил в милицейский кабинет, этот Дорожка, и говорил: а почему у вас туфли стоят не на белом листе формата А4? Ему говорят: а зачем? А он говорит: потому что. И он сказал, что подождите, ОМОН, ГУВД, то есть относится именно к Главному управлению внутренних дел Минского горосполкома. Так. Почему сотрудники не используют ОМОН, ГУВД? Ему говорят: потому что они не совсем умные, они потому что нормально не работают на задержание. Он сказал: меня не колышет. Мы ГУВД, значит, мы должны использовать ОМОН ГУВД для задержаний там, и так далее. И он написал там свой приказ об этом. И все, нам запретили обращаться в АЛМАС там, и в другие силовые подразделения за поддержкой. И на каждое задержание приходилось заказывать ОМОН. И вот был такой момент, что я там их 3 или 4 раза использовал для своей работы. И вот мне потом на день ОМОН или на день наркоконтроля, я уже не помню, грамоту принесли, типа вот тебе за сотрудничество. Окей. Что ты думаешь про повышение Ольги Чемодановой, яка сёння з'являецца фактично галоўнай ідэалагіняй Менска? Это не повышение. Это знаете, как называется? Повысить, чтобы про нее все забыли. Это вот такое это повышение. Потому что посмотрите, где она... Вообще про нее ничего не слышно. Там где-то, когда-то, что-то. Она еще была руководителем этого Белорусского союза женщин. Там. Да, это же она там тоже нормально засветилась, поэтому ее и повысили, чтобы про нее все забыли. Да, это она сама прекрасно об этом знает. А як да яе ставіліся ў міліцыі? Да ее все называли чемоданиха, просто все. Потому что с этими комментариями она постоянно там, очень часто бывали такие моменты, что она приукрашивала немножко эти комментарии. Чуть больше было, чем надо. Хто для тебе узор галоўнакамандуючага, на кого бы ты хотел равняться? Вообще сейчас в нашей стране, на самом деле, я очень уважаю то, что делает Светлана Тихановская и ее команда. Потому что возьмем... Многие говорят, что вот, они ничем не занимаются, ничем не делают. Мы получили фидбэк о том самом, например, о паспорте Новой Беларуси такой, что там в режиме все шатаются и боятся. И будут подключать дип-каналы для того, чтобы не допустить признания паспорта. А это сильнейший удар. Этим самым паспортом ведь отбирается часть полномочий Лукашенко. Он не сможет говорить, кто белорус, а кто не белорус. У него просто забирают. А он очень сильно не любит, когда у него что-то забирают. Это первый момент. Второй момент. Кто из нас сейчас может там, взять просто и организовать встречу, там, я не знаю, с каким-то там премьер-министром там, или президентом и так далее? Мы в рамках Белпола сейчас пытаемся тоже наладить хорошо контакты с разными там, странами и так далее. И пытаемся самостоятельно находить эти контакты. Я вам скажу, что это не очень просто. У кого силовиков реально стальные яйки? Ни у кого. Нету их там, посмотрите. Что они могут? Только с безоружными сражаться. Это все. Больше они ничего не могут с этим сделать. Тот же самый пример Зельцера показал. Сябры, калі вам падабаецца гэтае відэа, калі ласка, паставьте нам лайк. Гэта дапаможа нам прасоўваць беларускі контент. Дзякуй, што вы з намі. Есть вядомы анекдот. Молодой аператыўнік уладкоўваецца ў аддзел міліцыі. На першы свой заробак вырашае праставіцца.
все адбываецца, п'янка, все клас. І тут ён згадвае, што трэба пакінуць дзесьці заначку, таму што грошай пасля можа не хапіць, і дома хаваць няма дзе. Прыходзіць да начальніка, дае яму заначку і просіць схаваць у сейфе. Той пры ўсіх хавае грошы ў сейф. Праз 2 тыдні грошы ў гэтага аператыўніка скончваюцца. Ён прыходзіць да начальніка ў кабінет, там акурат нарада, і ён пры ўсіх пытаецца: начальнік, а можна мне грошы мае назад атрымаць? Той кажа: які грошы? Ніякіх грошай я не памятаю, ты нічога мне не даваў. Глядзіць на іншых, пытаецца: памятаеце такое? Все такія: не памятаем. Ну, гэта, канешне, аператыўнік уже такі засмучаны, сеў, сядзіць да канца гэтай нарады. Пасля ўжо все выходзяць, а начальнік яму кажа: ну ты затрымайся. Ён затрымліваецца, той дастае грошы з сейфа, аддае яму і кажа: і вось з гэтымі людзьмі табе трэба будзе працаваць. Колькі правды ў гэтым анекдоце? Были там и хорошие люди, и плохие. Я приводил недавно пример такой. Я когда увольнялся, написал рапорт, уходил. Ко мне пришли все сотрудники, абсолютно все сотрудники управления, все пожали руку, за исключением начальника, который мне и угрожал. Все пришли, пожали руку, сказали, что я молодец. А некоторые из этих людей сказали, что молодец, ты первый, я там следующий. Еще один сказал: я там следующий, все, вот, все, сейчас ухожу, вот. По итогу со всего управления уволился только я. Интересно. Был еще такой момент, когда мы взломали, когда киберпартизаны взломали базы данных, и уже мы совместно там об этом объявили, что все взломано, у нас все есть, к нам в руки также попала прослушка. Я нашел там прослушку на 3 своих бывших коллег. И на тот момент, еще не разобравшись, я подумал, что их слушают из-за меня. Потому что там как раз были те люди, с которыми я достаточно близко общался. С некоторыми мог там еще и там какие-то уже иметь дела после работы, грубо говоря, так скажу. И я этим людям отправил информацию, что: ребята, будьте осторожны, вы там висите на звуке. 2 из них пошли, рассказали об этом руководству, что я им такое написал. А еще один вообще в КГБ пошел с перепиской и показал, что смотрите, что мне тут прислали. Я, если что, к этому отношения не имею, мне самому прислали. Вот так вот это все повернулось. Чему так шмат пьют в милиции? Потому что работа тяжелая. Потому что на самом деле нормированного графика работы нет. Лично мне это и нравилось в моей работе, потому что я, например, кайфовал от ночных отработок, когда мне надо было там ехать по городу, там смотреть, чтобы там лиц, оказывающих интимные услуги за материальное вознаграждение, там при трассах не стояло, там и так далее, в клубах там и так далее, чтобы этого не было, потому что это была моя работа. И я от таких моментов именно кайфовал, потому что вот в этом такой как-то был момент интересный. Но есть же вот эта темная сторона работы. Отсматривать вот эти видео, про которые мы разговаривали. Плюс постоянное давление начальства, что нужны показатели, надо там то-то, то-то, то-то. Палочная система, которая постоянно тебя просто уничтожает. У каждого сотрудника, например, у нас в управлении должно было быть не менее 3 дел оперативного учета. Это те, которые с прослушками совсем вот такие, которые секретные. Не менее 3. И за год ты должен был реализовать тоже не менее 3. То есть у тебя производство какой-то реализовал, опять что-то новое заводишь. То есть вот так работа и строилась. И постоянно показатели, постоянно надо реализовывать, надо то, чтобы было... Самое интересное, что статистика должна быть всегда. Либо чуть-чуть вот на миллиметрик лучше, чем в прошлом году, либо чуть-чуть на миллиметрик хуже, чем в прошлом году. И вот под это все подгонялось. То есть ни рост, там, ни это. Только в очень редких случаях там записывали рост, когда там уже было просто его не скрыть. То есть если где-то какое-то было там резонансное, серьезное дело, которое раскрыли, там кого-то задержали, и там уже просто нельзя там скрыть все факты, которые человек делал, тогда уже, да, показывали, что вот у нас рост преступности по такому направлению. И все. Был момент, когда дали указания, типа, возбуждать дела по рабскому труду. Не то, что возбуждать, а искать такие там моменты. Есть что-то, нету, такое. Нашли один такой, это не мы, из Минского областного управления в Борисове нашли такой момент, что цыгане на цепи человека держали. Да, и он там у них на огороде работал и так далее. И
Все там провели оперативную проверку, подтвердили всю эту информацию, человека спасли туда-сюда. Когда все это, человек вернулся назад к цыганям. Сказал: да а что мне? Кормят, поют, водку дают, все нормально. Вот так вот дело и развалилось. А чому нельга, каб злочиннасць расла? Ну, зараз явно гэтай праблемы няма. Яна ў іх дзікімі тэмпамі просто. У них растет сейчас только одно направление – это экстремизм. Ну, это экстремизм, терроризм. Это единственное, что им разрешили, что росло. И там сейчас внутри системы очень жестко спрашивают именно за это направление. Очень жестко спрашивают. А остальные все направления очень все сложно, очень все плохо. Людей не хватает. Жуткие некомплекты. Как пример, раньше сотрудники в городе Минске на самом нижнем уровне, это районное управление, сотрудники наркоконтроля не ходили на сутки. За счет того, что у них могли быть ночные отработки, там какие-то задержания, там еще что-то, не ходили на сутки. Сейчас же сотрудники наркоконтроля ходят на сутки. Это показывает о том, что уже просто некому ходить на дежурство, и из-за этого как бы приходится привлекать всех, кто есть. Потому что жуткие некомплекты. Сейчас еще произошли определенные события в центральном аппарате МВД. Я пока что не могу про них сказать, но информацию мы уже получили. Там произошло резонансное преступление, совершили несколько сотрудников. И, скорее всего, весь наркоконтроль МВД, самый высший уровень, расформирует весь. Чому силовики размовляют матюками? Для связи речи, для связки речи, чтобы быстрее можно было общаться. Очень много ругаются, все силовики. И у меня такое то же самое есть. Очень много матерюсь. За что иногда, конечно, сам себе там ругаю. Но не знаю. Это уже тоже профессиональная деформация. Як ставиться до женщин у силовых структурах? Абсолютно нормально. У нас даже в управлении было две женщины, которые работали абсолютно нормально, и было классно. И одна из которых работала по линии наркотиков. Она знала свое дело, чуть не лучше там каждого. Она очень круто работала, и именно в плане таком профессиональном она знала свое дело. Поэтому вообще абсолютно нормально. У Беларусі службовая форма. Яна спрашчае пошук дзяўчыны, каханай? Як успрымаюць людзі на улицах? Когда я только-только поступил, я гордился, что я ношу форму. Вот на первом курсе я прям, когда у меня было увольнение в город там в форме, то я прям гордился. 2012 год это был. Когда выходишь по форме в город, тебе кажется, что все на тебя смотрят, что ты такой прям сияешь, блестишь, вау, парень такой идешь. А со второго курса я начал прятать в пакет. У нас был возле академии магазин «Океан», так называемый, в Минске есть. И там есть ячейки. Я заходил в магазин «Океан», заходил туда в туалет, переодевался в гражданку и прятал там в ячейке форму. Чому? Стыдно было. Не знаю почему. Вот так вот просто. Но при этом всем у меня в академии была девушка, которая к этому относилась абсолютно ровно. Вот так. Есть там форма, нет? Вообще не важно. Главное, какой человек. Зараз твоє серце свободне? Так. Працы слишком много. А в міліції службові романи здараються? Блин, это плохая черта милиции. Там не то, что службовые романы, но там многое там сдарается, когда люди находятся вместе на дежурстве. Много там всего происходит, но... Вообще теперь меня торгуешь. Да. Но это такое себе. Очень часто бывают интересные вещи. Я в таких участий не принимал, если что. З твоїм аддзелам шчыльна супрацоўнічала агентка Ламбада. Гэта Алена Кузьміна, тая самая жанчына, дзякуючы якой пасадзілі Сергея Ціхановскага. Да. Что ты можешь про яе рассказать? Лена Кузьмина была достаточно старой агентессой. Если чтобы не соврать, лет 20, наверное, точно. Она приносила достаточно хорошую информацию. А можешь рассказать, якую? Что это за информация, якого роду? Про сутенеров разных, кто берет деньги с людей ее профессии, так сказать, там, за подгон клиентов, как это у нас называлось. Были и клиенты именно ее непосредственно, которые там наркотики принимали там, или рассказывали ей разные вещи, что они там торгуют наркотиками, там, что, как они там выражались, бабки не проблема, там, я тут там вес продал там, и так далее. Такого вот рода информацию она передавала.
Вообще, в обычной ситуации я бы про это не рассказывал, но просто что поступок, который она совершила, для меня не имеет объяснений, не имеет никаких оправданий. Поэтому я считаю, что про нее можно все рассказывать. В январе 2020 года ее списали. Чому? Потому что она уже достаточно такая женщина в возрасте, уже перестала носить информацию, приносила всякую ерунду, которую там не подтверждалась в большинстве своих случаев. И как бы с ней уже было решено как бы прекратить работу. А їй платили за інформацію? По-разному бывало, по-разному. Там это тоже все зависит от того, там есть разные нормативные акты секретные о том, как платятся агентуре. Но она не была платным агентом именно, непосредственно прям вот, чтобы она состояла как платная агентура, она не работала. А чому вона давала інформацію тоді? Чтобы ее не задерживали. Она приносит оперативнику хорошую информацию, когда он может из этого, например, там, пресечь распространение наркотиков. А у нее административный состав 17,5. На тот момент было это занятие проституцией. И, ну, естественно, понятно, что в какую сторону лучше. Лучше ее один раз не задержать, и она тебе принесет информацию нормальную, по которой ты поработаешь и посадишь настоящего преступника в тюрьму, и чем просто ее посадить там на сутки или дать ей штраф за 17,5. А колькі мінських проституток супрацоўнічае з міліцыяй? 80%. Это такие люди, которые работают, как у нас там раньше говорили, они работают на все разведки мира. То есть одна дама легкого поведения может одновременно работать и на КГБ, и на МВД, и на ГУВД, и еще быть там типа доверенным лицом. Это тоже типа как агент, только чуть рангом пониже. У обычного опера, там, самого там, какого-нибудь захудалого райончика. Там. То есть вообще на всех может работать. То есть там такие у нас случаи были, когда выяснялось, там, кто на кого работает, что у нас просто вот так вот просто да ладно. А наколькі гэта папулярная прафесія ў Менску? Ну, слушайте, в каждом ночном клубе минимум по 20-25 девочек таких сидит. В каждом ночном клубе. Основные популярные клубы, где такие дамы обитали, это был Next, это был Rich Cat, это был Бардот, что-то еще. Много, ну, то есть практически в каждом клубе 20-25 человек. Легко. А як ти для себе розумієш, що примушає білоруських жінчин ісці гэтым займацца? Ну, во-первых, сейчас такое время настало, что очень многие, в связи с развитием различных таких вот сайтов, типа OnlyFans, там и разные моменты, где можно ничего не делая, просто делая свои фотки обнаженные, выкладывать это, и люди будут за это платить деньги. То есть это не надо обладать никакими там сверхспособностями. Это, есть много примеров, когда те же самые там девушки, да и мужчины, которые имеют уже высшее образование, там они просто плюют на все и идут туда. Только они немного не понимают момента, что если ты пошел в такую профессию, это же ведь временная профессия, тебе станет 30-35, твои, можно сказать, красота — это ведь понятие относительное, что ее можно и потерять, там, когда немного постареешь, да, найдется кто-то более помоложе там, и так далее. И они не понимают, что когда у них закончится эта профессия, на них будет стоять клеймо, что они занимались такими делами. И уже имея они там диплом по психологии или имея они там диплом в юриспруденции, на них уже будут смотреть совсем по-другому. То есть они таким образом просто за мимолетным каким-то порывом, да, есть те, кто зарабатывает на этом состоянии, и потом это все превращает в нормальный бизнес какой-то и так далее. Но это единицы. Большинство просто мимолетно получает какие-то там баснословные деньги и не думают о своем будущем, и потом что, а как ребенок? Вот придет ребенок домой, который найдет в интернете какой-то материал такой, и что потом? Как ему объясняться? Что ему отвечать? Мама, почему ты там, например, занималась такими вещами, и что она скажет? А сутенёраў табе даводзілася затрымліваць? Да. Што гэта за людзі? Ну, такое понятие, как сутенер, вот как мы знаем там из американских, например, фильмов, что там такие люди, полугангстеры такие, которых там пушка там какая-то там за пазухой, еще что-то. Ну, это не про Минск и не про Беларусь вообще. Это обычные люди, чаще всего это таксисты, которые, когда возят клиентов, например, и клиент говорит, что, хотел бы там, например, развлечься с кем-то, может, знаешь, где кого. Естественно, он там набирает своим знакомым и говорит там, что ты мне там $20 с клиента, я тебе его привожу. Если нет, я позвоню другой, там, она согласится. Все окей. А у нас, если он там берет деньги за предоставление такой услуги, то значит, он занимается сутенерством в соответствии с законодательством.
И вот так это все и получается. Были такие случаи, у меня был такой один охранник на ночном клубе Next, бывший ОМОНовец, кстати. У меня было по нему тоже агентурно-оперативное дело. Сергей его звали, без фамилии. Он такой был, бывший ОМОНовец, дуболом такой, вообще жесть. Он бил проституток. Да, бил, отжимал деньги, если там она ему там еще ему там могли $20 принести, а он считал, что там ему там должны 50, он мог за это избить. Його затримали? Да, я проводил задержание. Его задерживали бывшие коллеги также из ОМОНа. Посадили? Ну, когда я уходил, по нему шла еще уголовное дело было возбуждено по 3 или 4 потерпевшим. Просто дамы легкого поведения у нас в Беларуси признаются потерпевшими по таким делам. В отношении него велось уголовное преследование, да, было. Но там момент в том, что я уехал, и я не знаю, чем закончилось. Но потом я посмотрел сейчас уже у нас есть базы, это все тогда закончилось, я посмотрел, что оказалось, каким-то образом он отмазался. Хотя там было на него вообще все. Ну, то есть даже записи с камеры было, как ему деньги передавали там и так далее. Ну, то есть там все было. Как можно было такое, так сказать... Ладно, не буду ругаться, потому что... А бордели есть в Тюменску? Бывают, да. Я принимал участие в задержании так называемого массажного салона. Там была девушка. Что там интересно, вот здание, грубо говоря, Ленинского следствия города Минска, а через 3 дома был этот массажный салон. Там, где, как говорится, как это у них называется еще такими словами завуалированными, доводим до расслабления. 1 раз 100 рублей, 2 раза там 200 рублей. То есть это все такие интересные. Вот поэтому это была прикольная работа. То есть вот с этим работать, как они там пытаются. А я же там не сказала, что это интимные услуги. Это же расслабление. Ну, то есть это было очень там весело. Там разные были моменты, прикольные там, конечно, были и сложные. Но это была интересная работа. Як ти лічиш, це треба було покарати Гайдукевича за дикпік? Ну так, это распространение порнографии. Раньше это была 343 статья. Все, пожалуйста, размещение в сети интернет. Распространение, конечно, порнографических материалов. Должна была быть назначена культурологическая экспертиза. Вот это я тему знаю. Надо было опросить указанного товарища. Он же еще и проститутка. Ну как это вы это забыли, что ли? Там у него целый ворох статей будет. И опросить, ознакомить с результатами экспертизы, дать ему подписать заключение эксперта о том, что это будет признано там чем-то там интересным. И все, и, пожалуйста, уголовное дело, и в суд. Все, следователь, и поехали. Сколько ему могло погрожати максимум? Я думаю, что такому, как он, дали бы 3 с отсрочкой на год. По нашій інформації, не так давно до Білпола долучився високопоставлений супрацовник КДБ. Можеш розказати щось про його? Нет, это закрытая информация. Окей, але ми докладно ведаем, што у хуткім часе пасля таго, як ён далучыўся, адбыўся вось гэты канфлікт унутры байпола і з'явіўся Білпол і байпол. І, ты хочаш не хочаш, але пачынаеш думаць пра тое, што вось недавно далучыўся высокапастаўлены супрацоўнік КДБ. Яўна, што чалавек, который умее маніпуляваць людзьмі, а ці не спрычыніўся ён да гэтага расколу? Вообще никаким образом не относится к этой ситуации. Вообще никаким образом. Там все намного в ином свете. Он вообще никакого отношения к этой ситуации не имеет. Я даже больше скажу, что он противоположную сторону изначально поддерживал. Но когда увидел определенную фактуру, которую мы собрали, то он сказал, что, ребят, теперь я вам верю. Он вообще к этому конфликту не имеет никакого отношения. И тобой он не мог зманипулировать? Нет. Он вообще меня выводил на улицу и говорил, что вы должны послушать Александра, он более опытный сотрудник, он же столько отработал, почему вы так настороженно к нему относитесь. Вот так вот это происходило. Но когда уже была найдена конкретная фактура определенная, то он сказал, что да, теперь я понял, что вы правы, и тогда уже сказал, что я с вами. Чаму нельга было неяк іначай вырашыць гэтую сітуацыю ўнутры, без гэтага падзелу, потому что это моцна дэмаралізавала людзей внутри? Да, мы прекрасно понимаем, что это очень серьезный удар по всем демократическим силам. Я хочу отметить, что наша команда Білпол прилагала все усилия, чтобы конфликт этот решить не публично.
Мы писали письма в ОПК, в офис Тихановской, и мы пытались это все сделать тихо и разобраться, просто посмотреть, какая есть у кого фактура и так далее, и решить эти вопросы. Но противоположная сторона отказалась даже приходить в офис, потом втихаря сменила замки. Азаров заявляў пра тое, што так выглядала, што галоўная прычына грошай, тое, што не было магчымасці плаціць заробкі, не было грошай. Гэта так? Нет, не так. Вообще не так. Другие причины есть, которые я просто не могу назвать. Он все просто переворачивает, чтобы его начали слушать, но сейчас все прекрасно видят, кто на самом деле занимался работой, а кто популизмом. Вот и все. Калі ты праходзіў паліграф апошні раз? И в июле или в августе, в начале августа. Былі сітуацыі, калі такім чынам удалося выявіць агента ці проста ненадзейнага чалавека? Но есть такие факты, когда мы кого-то такого выявляли, да, такое было. Однако есть определенные с этим проблемы, которые я не могу озвучить вслух, чтобы никто этим не смог воспользоваться. С этим тоже есть определенные проблемы. Што павінна адбыцца, каб вы з Байполам зноў аб'ядналіся? Уже ничего, потому что наша команда состоялась. У нас есть специалисты практически во всех сферах, которые только нам нужны. У нас есть сейчас здоровый моральный дух в коллективе. У нас все друг друга уважают, у нас все отлично. У нас нет разных там определенных моментов, которые были ранее. Мы поднялись на качественно новый уровень. И это уже можно заметить потом, какую мы информацию предоставляем, о том, какие мы расследования делаем. И мы будем только совершенствоваться. Мы понимаем, что мы можем бить режим еще сильнее и еще больнее. И кто знает, когда оторвется тромбик, или когда у человека схватит сердечко или еще что-то. Все может произойти. Не так давно я даведалася пра тое, што Олег Талерчык працаваў у гродзенскай пракуратуры ў той момант, калі там жа судзілі чалавека за хлапкі на пратэстах чалавека, у которого не было рукі. То бок гэта поўны абсурд. Я не кажу пра тое, што канкрэтна там Талерчык судзіў гэтага чалавека, ці што менавіта ён датычны да справы. Але я вось пра што. Часта можна падумаць, што экс-сілавікі, яны не былі датычныя ўвогуле да гэтай сістэмы. То бок яны заўжды ў белым паліто, яны заўжды героі, і ніякіх чорных плямаў у біяграфіі няма. Так выглядае, то бок так заяўляецца. І маё пытанне ў тым, што а ці правільна гэта? Таму што калі кантактаваць і размаўляць з сілавікамі ўнутры, што таксама важна, я так разумею, для вас, каб больш для вас далучалася, ці не важней быць максімальна шчырымі, каб тыя людзі там, которые ведаюць, можа быць, тое, што мы не ведаем, так? Глядзелі вам у вочы ўсім і верылі вам, і хацелі далучацца, таму што разумелі, што все так, як вы кажаце, паўсюль праўда, і не было такога, што вы цалкам сябе адрывалі ад этой сістэмы, нібыта вы ніколі не былі да яе датычныя. Поэтому у Белпола до сих пор есть источники в Беларуси. До сих пор до настоящего времени. Мы знаем, что происходит в таких местах, от которых просто что не все можно рассказывать, как раз-таки в целях безопасности тех людей, которые там находятся. Информация, как всегда, как говорится, должна отлежаться и так далее. Я даже так скажу, что не может быть так, чтобы сотрудник, который работал в органах, вообще ни до чего там не причастен. У меня из того, что вот я сейчас вспоминаю, что может быть такого вообще, один раз мне давали типа политическое дело, но я его списал. Вот и все. Пускай поднимут архивы, его посмотрят. И там все будет. Я помню фамилию, имя человека, на которого это было политическое дело. А можешь описать просто, что была за ситуация? Ну, на самом деле там был момент определенный, но человек во всех соцсетях у себя выставлял картинки там с БЧБ флагами и так далее. Он обучался в ЕГУ на тот момент, уже около 5 лет не жил в Беларуси. И у него на странице ВКонтакте были в видеозаписях порнографические ролики. Информация пришла из КГБ, что вот такой-то человек распространяет порнографию на территории Беларуси. На самом деле это состав. Ну, то есть у него в открытом доступе, вот у него на странице ВКонтакте висят порнографические ролики. Блин, ну там был ролик такой, конечно, очень интересный. Это на самом деле было. То есть, но у него везде было БЧБ. И прислал эту информацию КГБ. Ну, то есть тут все очевидно. Я поехал в общежитие, спросил, сколько человек 5 лет не живет. Просто все окей, опросил эту вахтершу там, что он тут не живет. Все, приехал, просто списал материалы в дело. Все. Это все есть в архивах, можно будет посмотреть потом, когда мы победим.
Ці не боишься ты, што таксама да вас далучаюцца людзі, такія прыстасаванцы, которые сышлі з сістэмы не таму, што яны паверылі ў новую Беларусь ці вашы ідэі, каштоўнасці, а таму, што там, напрыклад, кар'ернага шляху ўжо не было, і гэта быў зручны спосаб переметнуться просто. Ну, у нас в нашей команде таких людей нет. Во-первых, мы проверили, вся наша команда прошла полиграф у независимого специалиста, и там в том числе и вопросы мотивации также ставились на этот полиграф. Все его прошли, и у нас в команде сейчас полное доверие, мы отлично работаем, мы делаем крутые вещи, о которых вы будете в скором времени все больше и больше узнавать. И есть такие люди определенные, которые, например, ушли с системы, и вот они сейчас живут в Польше, например. Нам часто пишут, что типа я там работал там-то, там-то, там я ушел по несогласию с системой, там все. Типа вот возьмите меня там к вам в команду, там я готов работать, там все буду делать, там все. Мы начинаем проверять человека, там узнавать контакты, там еще где-то что-то через свои проверенные источники. Потом оказывается, что человека там уволили там, за пьянку. С такими людьми мы работать не будем. Ну, ты начинаешь, грубо говоря, отношения какие-то уже со лжи. Ну, то есть дальше уже нормально быть не может. Поэтому сейчас у нас все строится, что мы в команде друг с другом обсуждаем абсолютно все. Ну, то есть то, что касается работы. У нас нет никаких-то там недосказанностей. Мы все рассказываем, что у кого какие встречи были. Мы ведем подробную статистику. Теперь в нашей команде мы раз в месяц выпускаем подведение итогов за месяц, что команда добилась, что мы сделали, чтобы белорусы могли посмотреть, чем мы реально занимаемся. Потому что не вся наша работа публичная. Есть определенные моменты, когда мы передаем информацию, чтобы она правильно сработала каким-то компетентным органам, куда-то еще, каким-то странам, чтобы там они сделали бубо режиму Лукашенко. И так, ну, эту работу ты же не можешь прийти и сказать, что а вот мы отправили информацию такую-то, 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 все. И сейчас мы ждем, что она сработает. А она так не сработает. Как раз-таки, чтобы информация, определенная информация отработала, это все должно быть максимально тихо до момента того, как уже там будут наложены санкции, либо кто-то будет выдворен из страны, либо еще какие-то действия будут произведены. И когда уже это произойдет, тогда уже можно будет сказать, что вот смотрите результат нашей работы, вот это и вот это. Но пока что мы то, что публично можем сказать, мы обо всем этом рассказываем, показываем, чем мы занимаемся, чтобы люди понимали, что мы не просто там пришли и сидим, там, не знаю, ютубчик смотрим. Як ти лічиш, з 328 артикулом Кримінального кодексу, що треба буде зробити в Новій Білорусі? Legalize. Я сам не употребляю. Я даже так скажу. 90% сотрудников наркоконтроля за Legalize, если не все 100. И это обсуждалось, там и нас спрашивали именно вообще. Я сам с наркотиками не работал, только пару раз там помогал. Ну, именно в плане аналитики какой-то анализа. Там я занимался там по передвижениям и так далее. То есть, чтобы вычислить какого-то там либо закладчика, либо еще кого-то, кто там распространяет эти наркотики. И 90, да я уверен, 95% сотрудников сами говорят, что, ну, типа, ну, это ненормально, там, за грамм марихуаны, там, людей садят на 10 лет, когда понятно, что человек купил себе, там, расслабиться после работы. Я правильно разумею, что основный канал поставки наркотиков внутрь Беларуси – это Россия зараз? Да. И, ну, просто выглядает, что у державы было два варианта, что рабіць: альбо там закрыць мяжу з Расіяй, перакрыўшы асноўны канал, альбо тады пачаць вось гэтыя даваць лютыя нейкія тэрміны за ні за што, часто. Просто сама вот это вот, сам вид вот этой ответственности, когда все пытаются запретить, сделать более жестко, страшнее, это ведь не работает. Это уже доказано. Вспомните, когда был сухой закон в США. Почему-то не сработало. Хотя там тоже было очень жестко. А сейчас здесь, ну, то есть просто экскурс в историю, что ли, надо сделать людям, посмотреть, что работает, а что не работает. Ведь уже многие вещи, которые сейчас происходят, они уже проходились в истории так или иначе. И можно интерпретировать разные ситуации под свое государство и улучшить эти все моменты. Но там не до этого. То же самое, я считаю, что на границе с Россией должен быть забор метров 700 в высоту и толщиной метра 4. И маленький такой проходик, вот кому надо, там, аккуратно иногда может пролезть. Я понимаю, что да, есть экономические факторы, которые говорят о том, что нам надо как бы с ними будет сотрудничать там, по каким-то моментам, потому что наша экономика завязана очень сильно на Российскую Федерацию. Но мое именно личное желание, чтобы мы вообще никаким образом там, не контактировали с этой страной на ближайшие лет 50.
Потому что то, что там происходит, тот уровень вот этого вот сознания, имперскости, которое там есть, ну это просто это зашкаливает, он просто выше крыши. И для человека там в России сесть в тюрьму страшнее, чем поехать на войну и там умереть. Я вообще этого не понимаю. Ну это как? А як беларускія міліцыянты і сілавікі агулам, што казалі пра тое, што пачалася вайна ва ўкраіне, як глядзелі на яе? Паўнамаштабная. Те люди, которые до сих пор со мной на связи, все негативно против. Очень сильно против. Те люди, которые не на связи, но с которыми там, про которых мне рассказывают, что где там происходит, никто в милиции, кроме пары подразделений, не хочет войны. Был такой момент, когда начали собирать штатное расписание и уточнять в милиции. То есть начали собирать, где какие должности вакантны, не вакантны. Все это уже где-то через месяца два после начала войны произошло, и милиционеры очень сильно испугались. А вдруг их сейчас отправят на войну? За Лукашенко никто умирать не хочет. За Луку никто не будет стоять. Там, за исключением 3 подразделений. Это ГУБОП, и то не все. ОМОН, и то не все. И какой-нибудь что-то типа СОБРа. Все. Может быть, пару еще воинских частей, но это уже военные. Я сейчас больше про... Ну, СОБР тоже военный. Но все же. То есть их на самом деле не так много. А як паставіліся да таго, што вагнераўцы ў Беларусь прыехалі? Очень плохо. Много фактов, про которые никто не рассказывает нигде. Вот мы один такой подсветили, когда вагнеровцы ехали на УАЗе-буханке, пьяные, с автоматами, с оружием, в военной форме, ехали за догонкой. Их тормозит ГАИ, а просто высовывается дуло автомата, передергивается затвор, и ему говорят: мальчик, а тебе это надо? Тот просто счастливого пути, и все. При этом всем свидетелей было куча. Ничего. Уголовное преследование. Где это? Автомат наставили на сотрудника милиции, если они там... Тут написал комментарий, что вот какой плохой милиционер не исполнил свои служебные обязанности. 3-5 лет тюрьмы. Тут автоматом угрожают. Ну, а где группа захвата? Где тот самый Алмаз? Где еще кто-то, который должен был в таком случае отреагировать на это все? Где? А что-то случилось не то, наверное. И милиционеры боятся очень сильно Вагнера. Поднялся уровень преступности. Не сильно, но все-таки поднялся. Очень много конфликтов, разборок с местными есть. В том числе местные наши... Это нигде особо не рассказывается про это, потому что в том числе безопасность людей определенных, но очень многие там сдирают наклейки с их машин, вот эти зетки, вэшки, вот эту всю эту ерунду, эту свастику. Современная свастика. И такого очень много и где происходит. Колеса пробивают, машины царапают. Как могут, люди наши сражаются. Ёсць штосьці, за што табе сорамна? Нет. Чым ты найбольш ганарышся? Тем, что я сейчас делаю. Потому что я понимаю, что любой вид борьбы с режимом — это очень сложно, потому что у тебя очень много рисков. Страдает твоя семья, ты сам очень много страдаешь. Тебе приходится преодолевать очень много трудностей, которых можно было пойти по пути наименьшего сопротивления, например, и остаться работать в системе. И я знаю, что уже после того момента, как я уволился, например, в наркоконтроле, наркоконтроль более не привлекали к таким разгонам и так далее. Ни к чему не привлекали, они занимаются сейчас своей работой, которой раньше и занимались. То есть можно было. Но я понял, что это не мое. Что я за правду, что я за то, чтобы виновные понесли ответственность за то, что они совершили. Сейчас я как раз-таки занимаюсь тем, на что я давал присягу белорусскому народу, что я буду служить народу, и я помогу своей стране освободиться от диктатуры, и этим я сейчас занимаюсь. Поэтому этим я как раз-таки и горжусь. Што б ты змяніў у беларускай міліцыі? Якой яна павінна быць, по-твоему? На самом деле много чего. От системы управления я посмотрел, как работает польская полиция, я посмотрел, как работает литовская полиция, там, я поизучал моменты по другим странам по полиции. На самом деле, во-первых, такая численность милиционеров не нужна. Раньше я наоборот думал, что на милиционеров вот столько работы, надо, и у нас не комплект, вот плохо, что не комплект. А на самом деле это не так. Просто что очень много лишних всяких дурных дел распределено на милицию в том числе. Та же самая охрана общественного порядка.
на футбольных матчах. Стоят милиционеры, просто накидки накидывают стюард. Ну, то есть, а в Европе за это людей нанимают, появляются рабочие места дополнительные. Людям платят деньги за то, что они работают стюардом при проведении футбольного матча. Вот и все. Ну, то есть уже убирается задача. Это уже штат милиционеров можно сокращать. И таких вот моментов очень много разных. И если все это оптимизировать и сделать, ну, сотрудников, во-первых, станет намного меньше. И сделать намного более прозрачную систему, чтобы можно было понимать, почему и за что и как это все происходит. Потому что у нас в Беларуси там прийти просто так на суд, если ты приходишь к кому-то, сразу вопросы типа, а чего это ты пришел? В Европе, вот в Польше можно на суд прийти, просто зайти в зал и сесть. Все, тихонько смотришь, наблюдаешь за процессом, как это все происходит. Вообще на тебя даже не обратят внимания, потому что они занимаются там своим делом. Ты пришел, посмотрел, как происходит процесс. То же самое в Америке. Любой желающий может прийти, потому что у них прозрачная судебная система. И так и должно быть. А у нас сейчас что происходит? Что суды закрытые, все медиа независимые закрытые, все независимые фонды, которые были негосударственные, все закрыто. Они там сейчас рассказывают какие-то что мы там то откроем, резиденция. Лукашенко заявил, что он эту резиденцию делает для закрытых фондов. Ну, конечно. Ну, то есть и душ впечатлений он там себе поставил, и снегогенератор, и рабочий кабинет, который копирует почему-то расстановку мебели в его других кабинетах. Очень интересно. И потом вот сейчас происходит этот момент, что они начинают разгонять тему, что теперь эта резиденция будет якобы для ВНС. И кабинет этот будет для председателя ВНС. Ну, так мы уже заранее знаем ответ, кто будет председателем ВНС. Ну, тут даже не надо гадать ничего. Понятно, что Усатый в очередной раз себе присвоит какую-то новую должность там и все. То есть тут все понятно. То есть это и так его резиденция. Просто по-другому немножко назвали ее. И так все вот происходит в этой стране. Абсолютно все и во всех сферах. Калі беларускія сілавікі загавораць па-беларуску? Это так само вельмі цікавае пытанне. На яго трэба адказваць па-беларуску. Мы у Белполя размаўляем па-беларуску. Недавно быў такі момант, калі мы размаўлялі аб тым, якое пісьмо трэба выслаць да арганізатараў адной з канферэнцый. І у нас была спрэчка, на якой мове. І вельмі цікавая спрэчка, бо было два варыянты. Першая гэта ангельская, другая гэта беларуская. То есть расійская амаль што увогуле не было. Пасля пераменаў беларускія міліцыянты будуць размаўляць па-беларуску. Сталася так, што вельмі большая колькасць людзей гаворыць аб тым, што мова не вызначае. Але гэта не так, мова вызначае. Зараз мы карыстаемся ў публічнай прасторы, як Белпол, больш расейскай, таму што на расейскай беларусы больш глядзяць контенту на расейскай. І такім чынам мы даносім больш да большасці людзей нашыя думкі і паказваем праўду аб гэтым усім. Таму такой выхад, што трэба размаўляць па-расейску. Аднак, у нас ёсць другі канал, яго мы таксама будзем аднаўляць, і пакуль што ён яшчэ таксама на расейскім, але там мы будзем працаваць па-беларуску. З чым ты звязваеш перамены ў Беларусі? В Беларуси перемены произойдут тогда, когда каждый человек, каждый гражданин нашей страны поймет, что без его конкретного участия ничего не произойдет. Не будет так, что кто-то прилетит на голубом вертолете, освободит и всем скажет: все, вы свободны. Ну, так не бывает. Потому что невозможно, просто сидя на диване, дождаться, что кто-то придет, тебе постучит в дверь и скажет: так, смотри, диктатора мы убрали, зарплату тебе подняли, вот тебе доплата. Все, можешь сидеть, ничего не делать, закрыли дверь и ушли. Ну, так не бывает. Это утопия, это сказка. Поэтому каждый человек, кто хочет, чтобы произошли какие-то перемены, должен подключаться к борьбе. Он должен активнее смотреть каналы, различную информацию. Он должен обучаться каким-то определенным моментам, смотреть какие-то видео по тому, как улучшить свою, усовершенствовать безопасность. То есть он должен при всем при этом он должен коммуницировать с другими людьми, рассказывать им об этом всем. То есть, например, есть человек на заводе, который сказал: блин, слушай, я тут посмотрел, что вот VPN от мошенников защищает.
И он пошел это всем рассказывать. Но он-то сам понимает, что он не от мошенников защищает, а от того, чтобы силовики могли меньше следить. То есть, но он определенным правильным образом доносит информацию до людей, которые там с ним работают рядом. Он вроде бы и не подсвечивается, что он протестный, но в тот же момент он там кое-каким образом помог защититься еще нескольким людям, которые поставили тот самый VPN, и за ними уже очень сложно стало следить. И таких моментов может быть масса. Мы должны понимать, что вот эта солидарность, которая появилась в 2020 году, это то самое, что поможет нам победить. Только вместе мы сможем что-то сделать. Не поодиночку, а только вместе. Дякую тобі за розмову. Дякую, великий. Сябры, калі вам спадабалася гэтае відэа і ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсе свае думкі ў каментарах. Для нас гэта вельмі важна, мы гэтага чакаем, адглядаем, лайкаем і каментуем. Дзякуй, што вы з намі, падпісвайцеся на канал, а таксама глядзіце «Наша Ніва Ньюс» па буднях на канале «Наша Ніва».